Земляки, мартовский привет! Он еще не такой горячий, температура выше нуля поднимается только разве что на юге республики, но уже, очевидно, весенний. Признавайтесь, успело ли вас поцеловать солнышко? Если нет, не расстраивайтесь. Впереди 3 месяца самого прекрасного, живого и интересного времени года. А новый выпуск информационно-развлекательной программы «Студия-11» сделает день каждого из нас еще и ярче. Что покажем сегодня, расскажу через мгновение. Воздух тундры. Видеопрогулки по воркутинским пейзажам. Наркомания – это болезнь. Есть ли возможность ее предупредить? Многие недооценивают влияние цвета на нашу жизнь, но если так подумать, подобранная под настроение кофточка способна выкрутить на максимум наше настроение. А яркий интерьер, например, в кафе, сводит шанс пройти мимо к нулю. Вообще, если дело касается продвижения и продаж, то цвет в этом деле скорее помощник. Покупатель обязательно вспомнит красочную и броскую рекламу. Клиент лучше сконцентрируется на яркой презентации, а не на скучных слайдах с текстом. Когда человек сосредоточен на определенных стимулах, шанс, что те попадут в долговременную память, выше. Особенность цвета врезаться в память помогает и во время учебы. Например, чтобы быстрее зафиксировать в голове сложные слова, рекомендуют записывать их на желтых стикерах, а не на белых. А важные термины в конспекте подчеркивать контрастным текстовыделителем. А теперь информация для худеющих. Вы знаете, что цвет посуды влияет на размер порции. Ученые предложили женщинам одинаковый обед – макароны с томатным соусом. Участницы, которым достались нейтральные белые тарелки, ели меньше, а у тех, кто пользовался черными и красными, аппетит был лучше. А вот цвету одежды особое внимание уделяли и в прошлом. Разные оттенки могли подчеркнуть место человека в социальной иерархии и его материальное положение. Так, в Китае желтый цвет выбирали императоры. Он символизировал власть и процветание. Но, честно, сегодня только на одежду при создании первого впечатления я бы не рассчитывала. Все-таки первым делом в глаза новым знакомым бросается набор личностных качеств. Выбирайте цвета правильно, а мы идем дальше. «Выйди, воздухом подыши». Такую фразу мы не раз слышали от близких нам людей. Эти слова в первые мартовские денечки очень актуальны, потому прошу вас, не сидите дома. А если по каким-то причинам на улицу выйти сейчас нельзя, предлагаю прогуляться по воркутинской тундре. А поможет нам в этом видеозарисовка Дмитрия Севастьянова.
Если верить психологам, обзавестись дурной привычкой намного проще, чем хорошей. Вторая появляется в нашей жизни благодаря работе над собой, а вот для того, чтобы усвоить первую, утруждаться особо не приходится. Наркомания – одно из самых ярких и разрушительных проявлений зависимости. Ее даже называют био-социокультура-психологическим заболеванием, настолько разрушительно ее влияние. Можно ли предупредить этот недуг, нам расскажет главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Коми Светлана Свиридова. Светлана, здравствуйте, рада вас видеть. Я думаю, стоит начать со статистики. Как много в нашей республике людей больных наркоманией? Я говорю именно больных, потому что официально наркомания сейчас у нас как болезнь воспринимается. На сегодняшний день, на конец 2022 года, у нас в Республике Коми зарегистрировано пациентов с заболеваниями, связанными с употреблением наркотиков, 1183 пациента. В 2021 году на этот же период у нас было зарегистрировано чуть меньше 1172 пациента. И если мы сравниваем заболеваемость наркологическими расстройствами, которые связаны с употреблением наркотиков, то из года в год мы видим примерно одинаковую картину. Цифры плавают чуть больше, чуть меньше. Конечно, наркомания и болезни, связанные с употреблением наркотиков, больше распространены в городах. Это у нас Сыктывкар, Ухта, Усинск, Воркута. Как правило, больше в городе употребляют наркотические вещества пациенты. Я уже немного в самом начале рассказала про наркотическое влияние на человека, но вот вы как специалист, то есть какие последствия должен ждать человек, который встал на эту скользкую дорожку? Конечно, в результате употребления наркотиков страдают все органы и системы. В первую очередь поражается центральная нервная система. В дальнейшем наблюдается нарушение со стороны других органов и систем. Это и сердечно-сосудистая система страдает, и дыхательная, и пищеварительная. Очень опасно заражение такими инфекциями, как вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекция при парентеральном введении наркотических веществ. И в итоге в процессе употребления наркотиков, поскольку это психоактивные вещества, конечно, меняется личность пациента, пациент становится некритичным к своему состоянию, личность разрушается, и в итоге, если человек не получает адекватной медицинской помощи, пациент погибает. И я думаю, самое важное в этом деле распознать первые звоночки. То есть сами наркоманы, как мне кажется, они не всегда понимают, что они больны, а вот родственники, которые видят это со стороны, не заподозрить какую-то проблему могут. На что стоит обратить внимание? Зачастую, конечно, это очень трудно, но заметить можно. В первую очередь нужно обратить внимание, что подростки, а именно в подростковом возрасте начинается употребление наркотиков, у подростков появилась другая компания, меняются интересы, снижается у них успеваемость, они начинают прогуливать школу, появляются новые друзья, подростки становятся более замкнутые. В дальнейшем для того, чтобы подросток смог достать наркотики, а наркотики – это удовольствие не из дешевых, он пытается всеми путями раздобыть средства для того, чтобы приобретать и в дальнейшем употреблять наркотики. Меняется поведение, подросток становится более замкнутым, у него нарушаются режимы сна и бодрствования. И если родители замечают вот эти вот в совокупности признаки, это уже повод обратиться к специалистам и задуматься, а нет ли здесь употребления каких-либо запрещенных веществ. Но эта неделя у нас проходит под эгидой профилактики употребления наркотиков. Вот если говорить о профилактике, о чем стоит сказать вообще? Большое значение в первичной профилактике употребления наркотиков имеют такие мероприятия, которые проводятся среди обучающихся в первую очередь. И в проведении именно первичной профилактики должны участвовать не только медицинские работники, врачи, но и медицинские психологи, психологи образовательных учреждений, педагоги. Несовершеннолетним, обучающимся необходимо рассказывать о последствиях употребления наркотиков, о последствиях, которые возникают в результате уже развития заболевания. Необходимо проводить широкую пропаганду здорового образа жизни с той целью, чтобы у подростков не возникало мысли даже пробовать наркотические вещества.
Спасибо вам большое за информацию. Вам спасибо. Вашему ребенку еще нет и 5, но он уже мечтает стать парикмахером. Остриг кота, обгромсал шевелюру куклы и теперь тянется к вашим волосам. Вдохните и выдохните. Предложите юному стилисту альтернативу. Пусть меняет образ нарисованному персонажу. Как познакомить малыша с геометрическими понятиями? В этом нам поможет кубик и лист, на котором изображен портрет малыша. Только посмотрите, у нашего малыша нет прически. Давайте попробуем ее создать вместе. Для этого на кубик рисуем линии. Их великое множество. Ломаная линия, прямая, кривая линия, волнистая. Вот какая интересная спираль. Конечно, сразу ребенок все не запомнит, поэтому в игре будет намного интересней и понятней. Для этого кидаем кубик, смотрим, какая выпадает линия. Называется спираль. На что же она похожа? Что напоминает вокруг такую линию? Затем берем фломастер, который стирается, и рисуем данную линию вместе с малышом. Вот такая удивительная прическа получилась у нашего мальчика. Даже точные математические понятия можно изучать, играя. Мы на экваторе нашей программы. Сейчас ненадолго прервемся, но только для того, чтобы после маленькой разлуки продолжить радовать вас отборными информационными поводами со знаком «плюс». Не переключайтесь. Эфир озарился ярким светом. А все потому, что его заняла информационно-развлекательная программа «Студия-11». Как всегда, наша телекорзина богата интересными историями. В подтверждение моих слов краткий анонс. Шаньга с морожкой. В Салехарде повторили коми-рецепт. Март – время подумать об огороде. Когда начать, чтобы не стало слишком поздно. Наставник Андрей Кораблев делится воспоминаниями. С гончарного круга сходят шедевры керамические, а с полярного – гастрономические. Коми-шаньги с морожкой приготовили в Салехарде. Блогер Джафар творил на кухне вместе с уроженкой нашего края, а весь процесс выложил на своем YouTube-канале. Рецепт вкуснейших булочек, которые можно подать, например, к иван-чаю, через мгновение. Нам потребуется молоко, мука, я уже ее просеял, дрожжи, сахар, маргарин, яйцо, соль, растительное масло и, конечно же, морожка. В основную миску добавляем молоко. У нас здесь литр молока. Так. Сюда насыпать сахар. Примерно 200 грамм я отмерял. И дрожжи. Как на коме будешь добавлять? Кисти. Кисти. Кисти, да. Друзья, кисти. Так, дальше что я делаю? Нам нужно Перемешать, все это да? перемешать. Перемешать. Можно на 15 минут оставить, чтобы молоко соединилось с дрожжами и начало уже работать. И так быстрее тесто у нас поднимется. Добавляем соль. А я мешаю, да? Гудру-гудру. Чего? Мешай, мешай. 3 ложки. 3 ложечки, да, добавим. таких? Сейчас мы можем добавить одно яйцо, но в чуме у нас, у коми, мы не добавляем яйцо, потому что летом оно портится, у нас нет холодильников, а добавляем яичный порошок, то есть можно заменить. То я сейчас одно яйцо добавляю. Добавляй. Хорошо. Вот молодец. Маргарин. Добавляем маргарин. Полностью весь? Да. Хорошо. Теперь немножко я тебе добавлю муку. Как у тебя хорошо получается. Слушай, годы практики, сказал бы я. Давай проверим. Как проверим? Кольтан.
Что Оль, да что ж ты? Кольтан, Так, есть деревянная лопатка, у тебя там лежит. Ага. Если она будет стоять и не падать, можно я? да, пожалуйста. То тесто у нас готово. Я думаю, что как раз то, что нам нужно, мы приготовили с тобой замечательное тесто. Так, делаем такие шарики и выкладываем. Смотришь, какая у тебя рука прям? У тебя прям рука под шаньку. Шаньга-рука. Я тебе придумал новое коми-слово «шаньга-рука». Друзья, лайфхак от Джафара, о котором говорила Ирина. Берем стакан, смазываем его тоже растительным маслом и делаем форму. И вот это у нас будет шаньга. А теперь выкладываем морожку. Не жалей. Да, морожку мы любим. Ты любишь морожку? Я очень люблю. Я тоже люблю морожку. А как будет на коми-языке морожка? Мырпом. Мырпом. Да. Ты забыл самый главный ингредиент. Какой? Сахар. Сахар. Мы его Да, и немножко посыпем сверху, чтобы сок не выделялся. мы правильно с тобой сделали, потому что если бы мы положили бы сахар заранее в морожку, она дала бы сок, и шанги были бы мокрые. Сахар, дорогие друзья, добавляется в самый последний момент. Я считаю, что у нас получилось зейбур. Видишь, я выучил, что в переводе с коми-языка означает «очень хорошо». Помните поговорку «готовь сани летом». По тому же принципу задуматься о будущем урожае нужно сейчас. И пусть вас не смущает снег за окном, он на домашний огород не повлияет нисколько. Продолжит тему специалист. Вот с чего начинаются весенние полевые работы? С чего нужно начинать? Но первое, на что нужно обратить внимание, что у нас времени не так много, поэтому нужно запланировать участки у себя, на дачные участки, запланировать, куда мы будем сеять, сажать определенные виды культур. И следующим этапом у нас идет подбор семенного материала. Он должен быть качественный, нужно покупать у проверенных поставщиков, нужно обратить внимание на упаковку, там должна быть соответствующая информация, это наименование культуры, название сорта, либо гибрида, который именно допущен и внесен в государственный реестр селекционных достижений, который можно использовать на территории Республики Коми. А также на упаковке должна быть информация подробная о поставщике, адрес и наименование, а также ГОСТ обязательно должен быть на соответствующие культуры, номер партии, год урожая, масса, количество семян. Семена, которые были обработаны химическими и биологическими препаратами, которые допущены именно к использованию на территории Российской Федерации, должна быть такая пометочка обязательно, надпись, что они обработаны. Следующее, на что нужно обратить внимание, опять же, чтобы сорта у нас соответствовали нашим именно срокам, поскольку у нас Республика Коми относится к суровым климатическим условиям. Вот. Нужно обращать внимание, чтобы сорта были ультраранние, ранние спелые и средние ранние, чтобы получить урожай все-таки в этом году. Поздние сорта у нас не идут и не вызревают. В общем, Ольга, одним словом, нужно обращать внимание на маркировку, правильно? Что написано на вот этой пачечке, да? Конечно. На все детали, которые вы сейчас перечислили. В марте что можно сажать? В марте как раз нужно сажать овощные культуры. Можно к середине, где-то в конце марта посеять баклажаны, перцы, томаты, но огурцы высаживаются чуть позже, высеваются чуть позже. Ольга, скажите, вот лук-севок, мне кажется, сажают все дачники и не только. Как его правильно подобрать и где найти? Но в магазинах сейчас большое разнообразие его, и в основном представлена это иностранная селекция, это Штутгартер, Алина, Ред Барон, то есть нужно выбрать для себя именно тот сорт, который по вкусовым качествам подходит, потому что они есть разные, и с островатым вкусом, и сладковатым, и по цвету разные, по форме, поэтому они все подходят для наших климатических условий. Если кто-то хочет именно российскую селекцию, тут есть вот два сорта, это Даниловский и Стригуновский. Как правильно готовить почву для рассады? Самый, наверное, главный вопрос, потому что от этого зависит все, да? Но самая идеальная почва – это, конечно, почва со своего участка, для того, чтобы потом рассада легко и быстрее приживалась, адаптировалась на участке. Но если у людей нет такой возможности, то при покупке стоит обращать внимание на упаковку. То есть она не должна быть легкая, иначе там будет просто торф, и он будет сухой. И для того, чтобы его увлажнить, потребуется очень много времени, и там не будет достаточного количества микроэлементов. Нужно обязательно обращать внимание, чтобы там ничего не ползало
ползало, не летало, чтобы он никакого химического запаха не было. Вот. И дополнительных там вкраплений там, корешков, там, комочков, которые могут повлиять именно в дальнейшем на рассаду. То есть мы хотим, чтобы у нас рассада была здоровая, сильная, с хорошей корневой системой. Нам вот эти вот дополнительные вкрапления в почве не нужны. Ну что, дорогие дачники, поделились мы яркими советами. Ольга, спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Спасибо большое, что пригласили. 2023 объявлен президентом страны годом учителя и наставника. Мы записали цикл роликов с известными людьми нашей республики. В них они рассказывают о тех, кто стал для них примером в жизни и профессии. Своими воспоминаниями поделился и заслуженный врач России Андрей Кораблев. Первый человек, который встретил меня, собственно, в моем первом будущем отделении, это совершенно чудесный, волшебный, достойный всяческих эпитетов, прежде всего, добрейший человек с большой буквы, Валерий Петрович Шишуков. Вот он буквально в начале прошлого года всего лишь вышел на пенсию, имея стаж 51 год, почти 51 год именно в детском здравоохранении, в педиатрии, в неонатологии. И первые месяцы в детской республиканской больнице я проходил интернатуру под его руководством и был у него в отделении. Огромную роль в моем профессиональном становлении сыграла заведующая отделением, куда я перешел и которое я и по сегодняшний день возглавляю. Это Рима Аркадьевна Потемкина, человек, который, можно его считать основоположником именно этого сектора выхаживания недоношенных именно маловесных детей, как специализированного раздела педиатрии и неонатологии. Человек высочайшего профессионализма, какого-то запредельного чувства такой глубинной ответственности перед ребенком, перед его мамой. Человек, который показала мне огромное количество именно таких профессиональных тонкостей, которые и до сегодняшнего дня, в общем-то, такой базис клинический у меня и составляет. Благодаря им эти необходимые компоненты работы профессиональной и вообще жизни у меня благодаря этим людям. Я отношу и всегда про это говорю и горжусь тем, что мне посчастливилось и учиться, и не столь много, но тем не менее все-таки контактировать по-человечески с корифеем нашей неонатологии Николаем Павловичем Шабаловым. Это один из основоположников именно микропедиатрии и неонатологии, тогда еще в Советском Союзе. Человек потрясающих энциклопедических познаний в любых аспектах педиатрии, автор многочисленных учебников. Ему на сегодня 83 года, но Николай Павлович до сих пор и преподает, читает лекции. И сама атмосфера вокруг этого человека, она просто грандиозная, потрясающая, гуманистическая. Это мой идейный вдохновитель. Может быть, в менее практической точки зрения, но в мировоззренческой и в общепрофессиональной, да. На этом у меня все. Пусть ваш день будет наполнен радостью общения с близкими, хорошими эмоциями и новыми открытиями. В эфире была программа «Студия 11». До новых встреч!